Это телеканал Якутия-24. Мы продолжаем наше вещание в прямом эфире. Это программа «Итоги дня». В студии Влад Давыдов и Юлия Великодная. Смотрите в этом выпуске. Приоритет повышения качества жизни якутян, стратегические цели и задачи развития республики обсудили ведущие эксперты в области экономики. К каким выводам они пришли? В Ленске организовали большую сельхозярмарку местных производителей. Довольно ли население представленной продукцией? Не учебой единой. В Айхальском филиале регионального техколледжа активно развивают общественную жизнь студентов. Как именно? Сюжет из Мирнинского района. Занятость населения, юбилей интерната, школа воспитателей. События и новости Алданского района в специальном обзоре. Фестиваль волейбола в Нерюнгри организовали крупные соревнования среди мужских и женских команд. Сколько районов участвовали и кто победил? Движение вверх. В Якутске состоялся второй этап республиканских соревнований по скалолазанию. Как и в каких направлениях проходят подобные состязания? Тело утонувшего мужчины в Амгинском районе обнаружили. Напомним, двое двигались на снегоходе «Буран» в сторону села Покровка и провалились под лед. Одному из них удалось выбраться, а вот второй, 33-летний мужчина, утонул. 8 числа в районе 21 часа вечера гражданин Савин и гражданин Михайлов в местности Амбардах поехали в сторону на снегоходе, в сторону села Покровки. В темное время суток не увидели полынью и заехали туда. Гражданин Михайлов выбрался из полыни самостоятельно, а гражданина Савина затянуло течением под лед, вследствие чего он утонул. А поиски с 8 числа по 11 шли в светлое время суток и обнаружили его 11 числа в 16:10 в 150 метрах ниже по течению на глубине 2 метра. В поисках принимали участие Балагурский наследник, сам глава Степан Николаевич. С помощью видеокамеры опускали в лунки и просматривали дно. Этим же способом мы его нашли. «Газпромнефть» подписала соглашение по стабилизации внутреннего рынка нефтепродуктов. С 1 января рост цен на топливо не должен превышать среднегодовые темпы инфляции. Компания в полном объеме выполняет договоренности с правительством России и заинтересована в дальнейшем развитии российского рынка. Это отметил представитель компании. Напомним, правительство страны и крупнейшие нефтяные компании договорились с 1 ноября заморозить цены на бензин на уровне июня до конца этого года. Предельные значения цен по каждому региону закреплены в протоколе совещания. Роскосмос прекратит эксплуатацию ракеты-носителя «Союз-ФГ» в конце следующего года. Об этом сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин. Он отметил, что с января 2020 года космический корабль «Союз-МС» на орбиту будет выводить ракета-носитель «Союз-2.1А». Напомним, что месяц назад во время запуска «Союза-МС» к Международной космической станции произошла авария. Комиссия, расследовавшая причины случившегося, пришла к выводу, что авария произошла из-за деформации датчика разделения первой и второй ступени при сборке пакета ракеты на космодроме Байконур. А теперь от космической отрасли к вопросам авиации. Глава Якутии Айсен Николаев заявил о необходимости продолжения работ по развитию малой авиации на территории региона. О чем конкретно идет речь? По мнению руководителя республики, для того, чтобы использовать самолеты малой авиации в поисковой работе, нужд санитарной авиации, патрулирования лесов, сельхозработ для нужд оленеводов, охоты с воздуха на волков и просто для перевозки пассажиров необходимо внести изменения в действующее федеральное законодательство по смягчению авиационных правил. Кроме того, Айсен Николаев сказал, что нужно вести работу по подготовке летчиков, которые будут пилотировать самолеты малой авиации, и техников, способных работать, подготовить в Улусах первичную базу. К другим новостям. Сегодня в Москве прошла пресс-конференция «Великие имена России». В рамках этого проекта аэропортам страны присваивают имена великих и именитых соотечественников.
Якутск также в числе этих городов, где выбирают имя для аэропорта. Из столицы страны передает наш корреспондент. Пресс-конференцию, посвященную началу заключительного этапа общенационального конкурса «Великие имена России», провели секретарь Общественной палаты России Валерий Фадеев и генеральный директор Центра изучения общественного мнения Валерий Федоров. Схема сбора данных следующая. Это был телефонный опрос. В каждом регионе мы опросили по 800 человек. В России называть аэропорты именами знаменитых соотечественников начали относительно недавно. Пока таких аэропортов немного, и в большинстве случаев они носят имена людей, чья жизнь была связана с небом. Во всем мире аэропорты носят названия населенных пунктов, где они находятся, ничего здесь нет удивительного. Но это же началось снизу. Это даже не мы придумали, не инициаторы проектов. Уже, по крайней мере, 7 аэропортов в России имеют вот эти дополнительные имена. И фактически инициаторы этого проекта подхватили ту инициативу, которая зародилась в стране. Организаторами проекта по присвоению имени аэропортам России выступили Общественная палата России, Русское географическое, историческое общество. Экспертный совет конкурса «Великие имена России» утвердил списки имен для финального голосования. Шорт-листы с лидерами имен претендентов для 45 аэропортов России, которые выявились в ходе социологических опросов, огласили сегодня на пресс-конференции в информационном агентстве ТАСС. И также был дан старт финальному голосованию, чтобы жители региона сами определили, чье имя будет носить воздушная гавань в том или ином регионе. Писатели, художники, композиторы, герои Великой Отечественной войны, государственные деятели. Список был составлен в ходе предварительного опроса. 150 имен великих соотечественников сформировали шорт-листы. Лидеры упоминаемости по России – это маршал Георгий Жуков, авиаконструктор Андрей Туполев и русский ученый Дмитрий Менделеев. В голосовании приняли участие 37 600 респондентов от 18 лет. Международный аэропорт Якутск вошел в число 45 аэропортов, которые получат имена великих россиян. В списке для финального голосования по аэропорту Якутск 4 имени. Это русский путешественник Петр Бекетов, первый летчик из народа Саха Валерий Кузьмин, первый президент Республики Саха Михаил Николаев и писатель, ученый, общественный деятель Платон Аюнский. Финальное голосование закончится 30 ноября. О том, какое имя получит аэропорт Якутск, мы узнаем уже 5 декабря. Татьяна Черемкина, Михаил Кулаков, Москва. Отметим, что проголосовать можно несколькими способами на сайте проекта, в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, путем отправки СМС-сообщения, в волонтерских пунктах и на борту самолетов. А мы переходим к другим новостям. Якутия должна стать лидером международного уровня по конкурентоспособности человеческого капитала. К такому выводу пришли участники расширенного заседания коллегии Министерства экономики Республики. Стратегические цели и задачи развития Якутии обсудили более 200 человек. Это члены правительства, ветераны отрасли и студенты-экономисты. По мнению участников заседания, в приоритете повышение качества жизни якутян, создание новых несырьевых, экспортно ориентированных производств, сохранение природы для будущих поколений, кроме того, цифровизация и научно-технологическое развитие, также открытая система управления республикой. Как трансформировать тот рост валового регионального продукта в качество жизни населения? Да, этот вопрос, который очень такой острый, и ключевые моменты здесь – это не только создание новых рабочих мест, да, там, включение механизмов территории опережающего социально-экономического развития, да, привлечение инвестиций. К этим базовым отраслям должны сформироваться некие сервисные производства, которые бы поддерживали, связывали бы какие-то финансовые потоки на нашей территории. Сладкие газированные напитки в России могут подорожать примерно на 20%. Экспертный совет при правительстве предложил ввести акцизы на эту продукцию. Нововведение будет способствовать переходу граждан на правильное питание. По данным, сегодня в стране ожирением, вызванным в том числе употреблением газировки и фастфуда, страдает 2 миллиона человек. В Минздраве инициативу поддержали. В связи с похолоданием убойные цеха по Якутии заработали в полную силу. На сегодня заготовили 300 тонн мяса, это 30% от общего плана. Наибольший объем продукции заготовили в Хангаласском, Чурапчинском и Амгинском районах.
В убойных цехах скот забивают и разделывают туши за наличный расчет. Это не только удобно для населения в плане соблюдения санитарных норм, также это хороший источник дополнительного дохода населения. В этом году планируется ввести 2 убойных пункта. Это где-то в декабре месяце, Хангаланский район, и Сунтарский где-то декабрь, январь будет. Отличие от того, что не просто убойные пункты, где только забой идет, но стараемся в то направление, чтобы они с перерабатывающими цехами были. Что субпродукты перерабатывали, максимально перерабатывать, чтобы была большая добавочная стоимость на продукцию и могли, как говорится, зарабатывать. Сельхозтоваропроизводители получали доход. Свежее мясо, молочная продукция местного производства по традиции в это время года пользуются большим спросом у жителей республики повсеместно на рынках. К примеру, большую сельхозярмарку организовали на днях в Ленске. Репортаж Анны Кожевниковой. Овощи, молочную продукцию и мясо в большом ассортименте в этот ярмарочный день ленчане могут приобрести на Ленском центральном рынке местную свежую продукцию, которая всегда пользуется популярностью у горожан. Ежегодная традиционная ярмарка местных сельхозпроизводителей прошла в Ленске в минувшие выходные и стала подарком для ленчан. Понравилось то, что есть большой выбор, как говядины, телятины, даже жеребятина есть. И понравилось то, что производитель не скрывает ни возраст, ни когда был забой. То есть мы можем выбрать действительно свежее, качественное мясо. Людям лучше покупать свежее мясо, которое не срезали, допустим, вчера или позавчера, чем полгода или год привезли и непонятно, что покупать. Ярмарку организует районное управление сельского хозяйства совместно с Фондом поддержки предпринимателей муниципального образования Ленский район и при содействии руководства центрального рынка. Наша инициатива в том, чтобы такие ярмарки проходили на регулярной основе. Это было бы интересно для наших сельхозпроизводителей, то есть понимание постоянной точки сбыта продукции своей. А для нас это повышение привлекательности нашего объекта, мы здесь тоже выигрываем. Вложили свою лепту и сотрудники Роспотребнадзора. Вся продукция перед тем, как попасть на прилавок, прошла пробы и анализ в ветлаборатории. Правда, организация таких проверок качества создала проблемы для фермеров. Ветеринары вчера звонили и говорили, что заранее надо отправлять мясо на анализ в лабораторию. Но в этом году мы столкнулись с рядом проблем, потому что нам сперва сказали, что привезти четвертинками мясо удобнее было бы рубить дома. Мы сюда приехали очень рано, ждали очереди. И здесь мясник очень дорого берет, кстати. За одну тушу взял 4500. И потом местные продавцы пришли и начали отбирать у нас, где рубить мясо, чурки, да? Но не давали. Мы стояли очень долго, очереди ждали. Я думаю, что организация должна быть еще отработана. Еще должна быть лучше. Для фермеров Ленского района это порой единственный способ выйти к своему потребителю. Особенно у заречных хозяйств, находящихся в труднодоступных местах района. Привезли мы свинину, говядину, сметану, картошку, капусту. И считаю, что ярмарки нужно проводить хотя бы раз в 2 недели, раз в месяц это обязательно. Потому что мы со своей продукцией выйти больше никуда не можем, кроме как на ярмарке. Помимо прибыли, сельхозпроизводители получили награды от оргкомитета. На нашей ярмарке участвуют более 20 представителей. Все оргкомитетом всем распределены места, и никто не остался без внимания. И также всем выдали поощрительные призы. И ленчане, и фермеры с нетерпением ждут, когда будет принято решение проводить такие сельскохозяйственные ярмарки с более частой регулярностью, чем раз в год. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Сейчас короткая пауза, буквально секунд 30. Оставайтесь с нами и смотрите во второй части программы «Итоги дня». Неучебы единой в Айхальском филиале регионального технического колледжа активно развивают общественную жизнь студентов. Как именно, сюжет из Мирнинского района. Занятость населения, юбилей интерната, школа воспитателей, события и новости Алданского района в специальном обзоре. Фестиваль волейбола в Нирингре организовали крупные соревнования среди мужских и женских команд. Сколько районов участвовали и кто победил? Движение вверх. В Якутске состоялся второй этап республиканских соревнований по скалолазанию. Как и в каких направлениях проходят вот такие подобные состязания?
Вы смотрите итоги дня на Якутии-24. Мы продолжаем. Общественники Якутии требуют у компании «Алроса» систематизировать работу по обеспечению чистой водой районов, пострадавших от аварии этим летом. Сегодня прошло 4-е собрание Общероссийского народного фронта, экологов, надзорных органов и представителей добывающей компании. Напомним, в августе из-за прорыва дамб промышленников произошло загрязнение сразу 3 рек по республике. Это Ирелях, где непосредственно производилась добыча, Малая Батобуя и Вилюй. На сегодня уже установлен размер ущерба на 2 первых водных объектах. Он составил 11 миллионов рублей и 4 миллиарда рублей соответственно. Об ущербе Вилюй пока не сообщается. На встрече с представителями «Алроса» сообщили, что все меры по обеспечению людей чистой питьевой водой сразу после прорыва были экстренно проведены. Сейчас составлена программа по системной работе в этом направлении. Якутская сельхозакадемия начнет выпускать экономистов. Учебное заведение получило аккредитацию на этот вид деятельности. Напомним, по решению Рособорнадзора 3 года назад были закрыты все экономические факультеты в аграрных учебных заведениях за непрофилирующие специальности. Сегодня в России 54 высших аграрных учебных заведений, из них только 7 имеют возможность вести подготовку по экономическим направлениям, в том числе и ЕГСХ. Помимо учебной деятельности, в каждом учреждении есть общественная жизнь. И активистами могут стать студенты любого факультета, уверены в Айхальском филиале регионального технического колледжа в Мирном. Как именно в учебном заведении раскрывают такие таланты студентов, дают возможность себя проявить и учат адаптироваться в современном обществе, расскажет наша коллега Оксана Мезенцева. Никита Фролов, студент Айхальского филиала регионального технического колледжа, получает одну награду за другой. Активист, волонтер, участник всех мероприятий в колледже. В общественной жизни и учебного заведения и поселка участвуют с первых дней обучения. Несколько лет назад в работу вовлекли активисты студенческого совета. В основном это грамоты, которые в будущем нам помогут при поступлении в высшее учебное заведение и саморазвитие. В общественной жизни колледжа участвуют все студенты, работа есть для каждого. Ребята проводят патриотические уроки, спортивные мероприятия и сдают стенгазеты. Итоги работы подводят на ежегодные отчетные конференции. Говорят о достижениях, отмечают лучших студентов. Принял активное участие во многих мероприятиях. Все эти мероприятия мне помогли развиваться, почувствовать себя уже взрослым человеком, то есть ответственным. Студентов-общественников Айхальского филиала регионального технического колледжа знают и за пределами учебного заведения. Ребята работают волонтерами, творят добро, воплощают в жизнь и социально значимые проекты. Идеи молодых и инициативных поддерживают в местной администрации. Перед тем, как пойти в колледж, я был немного застенчивый, неактивный. А вот поступив в колледж, потом меня приняли в студсовет, я начал участвовать во многих мероприятиях, конкурсах, развивался сам. При этом помогал другим в чем-то, заявил себя и в колледже, и за колледжем. Каждый год состав студенческого совета обновляется, в общественную жизнь вовлекают и первокурсников. Работу активистов поддерживает и родительский комитет колледжа. Ежегодно лучших студентов отмечают грамотами. Оксана Мезенцева, Денис Хазов, телеканал «Алмазный край». Занятость населения, юбилей интерната, школа воспитателей, события и новости на эти и другие темы приходят из Алданского района. Обо всем и по порядку в сюжете Татьяны Вахниной. В эфире новости Алданского района. Здравствуйте. Тем, кто планирует искать работу через Центр занятости, имеет смысл проконсультироваться со специалистами соответствующей службы. В 2019-м процедура трудоустройства слегка изменится. Так появится новая категория граждан предпенсионного возраста. Их права и гарантии защитит закон. Больше внимания будет уделяться инвалидам. Сотрудникам с ограниченными возможностями работодатель будет оказывать сопровождение. Также изменится размер пособия и сроки его получения. Алданский филиал психоневрологического интерната отметил юбилей. 10 лет назад он был открыт для разгрузки интерната в городе Томот. В настоящее время в Алданском учреждении проживают 100 человек. Сравнительно сохранные пациенты и глубокие инвалиды не изолированы друг от друга. Принцип смешанности благотворно сказывается на состоянии здоровья и развитии последних. Но враждебности и агрессии нет, потому что они находятся под нашим наблюдением. У нас есть штатный врач-психиатр, который за ними следит.
На прошлой неделе в городе Томот работала школа воспитателей. Педагоги дошкольных учреждений узнали, как увлечь воспитанников исследовательской деятельностью. Однодневные курсы повышения профессионального мастерства сотрудники департамента образования проводят каждые 3 месяца. Всякий раз занятие посвящается отдельно взятой теме. Вот мы уже 3-й год занимаемся школой и не думаем останавливаться, потому что она имеет большой интерес и большой спрос. Лекции, презентации, тренинги, игры с детьми, занятия в школе воспитателей проходят в разных формах. Ценность таких курсов заключается в обмене опытом между педагогами. В продолжение темы в начале недели в интеллектуальном поединке сойдутся маленькие ученые. «Я исследователь». Под таким названием районная научно-практическая конференция пройдет в детском саду Чебурашка, поселка Ленинский. Из чего состоит песок, где спят бабочки, почему соль соленая, а сахар сладкий? Ответы на десятки самых разных вопросов ребята искали научно-эмпирическим путем. На конференции они представят свои изыскания. К новостям спорта. Учебно-тренировочные сборы подходят к завершению. На базе Алданского центра спортивной подготовки вкатка проходит у сборных России и Казахстана. Тренировки на трассах начались чуть позже, чем планировалось. Устойчивый снежный покров образовался только в середине октября. Но, несмотря ни на что, по словам спортсменов, вкатка прошла отлично. А впереди у лыжников серьезные испытания. Надеемся на хорошую подготовку, хороший результат, естественно. Таковы новости Алданского района. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с Якутией. В Нерингре организовали состязания по волейболу среди мужских и женских команд. О ходе турнира, участниках и победителях этих соревнований в сюжете Екатерины Павловой. Год от года фестиваль волейбола в Южной Якутии набирает обороты. И в 2018-м Нерюнгринский спорткомплекс «Шахтер» принял 4 команды с Тынды, 2 алданских группы волейболистов и 9 местных команд. Всего 150 участников. Мы допускаем сборную команду юношей наших, так как в основном это взрослое мероприятие, поэтому стараемся детей сюда уже более 16-17 лет допускать. В выходные ноябрьские дни на 2 волейбольных площадках боролись за право считаться лучшими команды волейболистов. Выступление нерюнгринцев на фестивале можно считать успешным. Как говорят сами спортсмены, эта игра у них в крови. И даже без руководства тренера местные волейболисты собираются как минимум 3 раза в неделю для оттачивания навыков в своем любимом виде спорта. Полностью пришел в волейбол класса 7-го, с 8-го, а сейчас продолжаем заниматься самостоятельно, пока тренера у нас нету. Продолжаем заниматься своими силами. Я этим живу. Я долго сейчас была, не играла, в декрете была. Вот вернулась, я очень скучала. Я очень люблю волейбол, и без этого я жить уже не могу. Не дошли до финала на фестивале алданские спортсмены, но игроки не отчаиваются, понимая, что проигрыш – это лишь повод усилить тренировочный процесс. Выступление наше, конечно, такое посредственное, потому что надо понимать, что это не сборная города, условно говоря, это наш просто клуб от организации. Любой призыв приехать к вам, мы всегда отзываемся, всегда рады, даже если у нас, допустим, не получается, мы все равно находим людей и приезжаем. На фестивале выступили и ветераны спорта. Среди них жительница Беркакита Людмила Игнатьева, отдавшая любимому виду спорта 38 лет и привившая любовь к волейболу своим детям и даже внукам. Тренировала детей многие годы, а сейчас у меня команда волейбольная, мои воспитанники играют. Я живу волейболом и рада, что у нас в Нерингре такие проводят крупные соревнования. Игры волейболистов вызвали повышенный интерес болельщиков. Победители были награждены медалями, дипломами и призами. Первое место среди женских команд завоевали коммунальной системы БАМа, город Тында. Второе и третье места – команды Нерюнгринского района «Легион» и «Лидер». Среди мужчин первыми стали сборная команда города Нерюнгри, второе и третье места – гости из Тынды. Екатерина Павлова, Аял Мосов, Вадим Парашков, Нерингри. А в Якутске состоялся 2-й этап республиканских соревнований по скалолазанию. Как и в каких направлениях проходят подобные состязания, расскажет Ольга Башук. Соревнования по скалолазанию проходят в 2 этапа. Первый – булдеринг, так называемая серия коротких трасс. Второй этап – трудность, где участникам необходимо преодолеть длинный маршрут. Участников каждым годом прибавляется, и сложности у нас трассы еще даже сложнее становятся. И, конечно, мы рады, и каждый год у нас проводится 2 раза для взрослых, 2 раза для детей.
Спортсмены занимались целый год, чтобы показать лучший результат. В соревнованиях участвуют не только профессионалы, но и любители. Здесь у нас присутствуют люди разных возрастов. Это такие школьники от 16 лет, есть мальчик, есть и люди уже взрослые, которые уже работают, 30-летние, те, которые просто занимаются в секции скалолазания в школе номер 2. В этом году порадовали именно молодые спортсмены. Цель начинающих скалолазов – выйти на региональный и российский уровень для дальнейшего участия в будущих соревнованиях на этапах Дальнего Востока и страны. Соревнования очень интересные, они взрослые, но так как я маленький, меня допустили, потому что я хорошо выступил на юношеских соревнованиях. И мне очень интересно, тут новые зацепы, новые трудности, которых я никогда не видел, учусь преодолевать. Участники соревнуются по этапу трудность. Несмотря на то, что трассы сложные, они очень интересные. Каждый зацеп имеет свой порядковый номер. Чем больше зацепов соберет участник, тем выше будет его результат. Растет уровень подготовки спортсменов, организации соревнований и компетенции судейской бригады. Появляются лидеры и новые талантливые спортсмены. В ближайшее время планируется открытие скалодрома в 24-й школе. Для клуба альпинистов это новое место для тренировок, а для школьников уроки физкультуры станут еще интереснее. Ольга Башук, Павел Пахомов, Якутск. Телеканал «Якутия-24» следит за развитием событий. Оставайтесь на нашем телеканале и будьте всегда в курсе.